Я сейчас даже не говорю следовать, ходить. Насколько мы готовы служить Богу, служить. Служить – это что-то конкретное, это не просто приходить в собрание, это служить. Это, конечно, не только вот, в смысле что-то делать, потому что твое служение начинается с твоего дома, с твоей молитвы, с твоей личной отношения с Богом. Но что насчет нашего личного алтаря, жертвенника в нашем сердце? Достаточно ли там жертвы, достаточно ли там дров, достаточно ли там огня, который поддерживается? Сегодня вопрос, горит ли огонь на алтаре твоего сердца? Горит ли он достаточно? И смотри, Малахия, 1 глава, 8 стих здесь говорится о жертве. Бог обращается к народу через Малахию и говорит, когда вы приносите в жертву слепую, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой, благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Сейчас становимся. Я забыл вам, извините, простите, милые мои, я забыл вам название проповеди сказать. Ну, хоть в конце, лучше поздно, чем никогда. Это было специально сделано, на самом деле, потому что проповедь называется так: служить святому Богу остатками, по остаточному принципу. И я забыл из дома взять яблоко. Где? О, принесите, кто если есть яблоко целое. Полезно, да? Целое надо было. Ладно, придется иллюстрировать. Но смотрите, хорошо. Читаем дальше, да? Бог говорит, ваша жертва, она не, ну как сказать, не то, что не способная, она не доделанная, она не целая. Вы приносите по остатку, то есть вы там себе распределили, оставили туда-сюда, и, пускай 9 стих 10 говорит, лучше, чтобы кто из вас запер бы двери храма, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. То есть он говорит, ваша жертва, она не угодна. Сегодня мы не говорим о десятинах, там, о приношениях или о чем-то. Это наше сердце, это наша жизнь, это наша посвященность. Целое? Был. Награда тебе, сын. Знаете, я помню, Леонела, помню, мы были на одной конференции, где одного пастора попросили проповедовать о десятине. И он говорит, представьте, что вот это твоя жизнь, вот за месяц, как бы там твои труды, твои плоды, плод всего вот того, что как бы там в твоей жизни ты, и вот ты приходишь к Богу, ты приходишь в храм, ну, прежде чем прийти к Богу, как бы, вот вся твоя жизнь, все твои доставки, доходы, и ты понимаешь, что у тебя там всякие разные там, как бы, счета или еще что-то, я не буду вызывать, как бы, так что там, ну, я родственников прошу, да, ну, допустим, у тебя есть счета на благоустройство твоей квартиры, коммуналка, там надо мебель купить, надо там что-то красивое украсить, как бы, и ты тогда понимаешь, как бы, ну, потому что жена или муж, как бы, хотят, и ты не хочешь, как бы, да, чтобы как-то вот в семье был, ну, аллилуйя, как бы, ну, ты идешь, как бы, и вот, давай, ты первая, ну, помогите мне, ну, не одному же мне все это есть, не буду сам есть, протираю даже специально, чуть-чуть, давай. Ну давай. Давайте выходите, мне помощь нужна. Это и есть служение. Вот оно, посвящение. Вот оно. Кусай. Вот на благоустройство в доме. Шкафы красивые, там оплаченные эти счета. Но еще же есть, как бы, знаете, дети, всякие секции там, надо там в школе взносы или еще что-то. Сефора, иди сюда. Давай. Я наелась. Ну как, а что сразу уходишь? Вы здесь стоите же, все. Давайте. Иди сюда. Считай, не стоит, я же стою здесь. Кусай, ну, говорит, так. Всякие там вот такие, детская одежда, а у них еще всякие что у нас еще есть? У нас есть проекты какие-то семейные, там, ну, машина, может быть, я не знаю, там, ну, дом новый, как бы. Ладно, иди сюда. Бюджет кроится, крои бюджет семейный. Семейный бюджет крои. Новые проекты, развитие, там, продавать скоро начнем что-нибудь, богатеть же надо, как бы. Что у нас еще?
Отпуск, да, отпуск. Эстер тоже, Эстер. Отпуск, и все, что связано, чтобы вообще как бы... Сим, давай сюда, теперь ты. Не, она последняя пойдет. Сим идет, Сим. Сейчас там Сим хочет в отпуск, как бы. Он в прошлом году в отпуске не был. Ему хочется в отпуск. Вот он за своим отпуском идет. Бюджет, я все считаю. Бюджет красный. Не помочь можно, больше, не стесняйся, вот такое дело, там, билеты как бы, вот. Ну и какие-то вообще, какие-нибудь там классные вещи, там, не знаю, там, одежда, не знаю, что еще. Маникюрчики, да, маму там, чтобы там каждый месяц ходила, там, одевалась красивые вещи, там, дети, чтобы вообще были в шоколаде. Ну вообще все вот эти вот такие, да, хорошо, пускай чуть-чуть вам больше. Да, я экспериментирую как бы. Ну, и фильма уже нету там, значит, там оркестр, все дела, там, да, еще что-то, да. И вот, ну давайте я как бы, да, укушу там, отец как бы ответственность, обязанности за всех там запчасти на машину, там все. Машина просто забираю. Вот. А Дима, он будет у нас Отец Небесный. Ну да, кстати, яблоко принес. Господи, да? Не посылай меня плохо дальше. Ну, как бы я с пустыми руками. Тут как бы, если некоторые даже по чуть-чуть, как бы, вот мы, как бы всей семьей, как, сколько могли, как бы собрали. Вот что сказать. Кстати, ты дал, а мы возвращаемся. Ты благословил. Освети, пожалуйста. Если укусом освети. Спасибо большое. Суть в чем? Суть в чем? Знаете, когда мы вот так поступаем, это что мы приносим Богу в нашем отношении, в нашем служении, в наших мыслях, в наших и даяниях в том числе. Само наша жизнь даяние. Так вы знаете, когда если бы мы это вначале принесли Богу, и Он бы отпустил, и своей святой слюной осветил, и благословил, оно уже было бы все благословено. А тогда, когда мы приносим, смотрите, я заканчиваю. Если можно, немножко музыки, оформления. Малахия 1:8 еще раз. И когда приносите в жертву слепое, вообще вот это слово остатки, да, есть ему другое слово, объедки. Это в проповеди, это не прямо из Библии, да, но когда ты уже попользовался и ты что-то приносишь, вроде тоже кажется, как бы святой, в какой-то святость облечено, в кавычках. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Вот это слово худо в оригинальном переводе звучит это зло. Вы приносите и даете мне зло. То есть мы Бога опускаем на тот уровень, Бога не свойственно, потому что у нас есть мышление, и вот это наше мышление, плотское мышление, не освященное, не обрезанное. Когда мы становимся в позу, когда нам говорят, пойди сделай то или это, приди и делай то, или Бог обращается к тебе, сам иногда, знаете, мы иногда Бога хотим, чтобы он, как гром среди ясного неба, проговорил. Бог может разными вещами говорить. Бог может говорить через лидера, пойди в других местах. Я не готов. Но со второй попытки, знаете, многие могли быть там. И многие могли бы вести и уже поднимать. Но Бог поднял, знаешь, незначащее среди одаровитых, среди одарованных, которые на этот дарчик смотрели, ну 2 слова связать не может. На и по. Как их связать между собой? Но Бог убрал и на, и по, и благословляет. Вы знаете, даже ныне есть некоторые, которые говорили, правда, не говорят, говорили, потому что говорят на другом месте уже. Ой, да у нас такие проповедники, народные вообще. 2 слов связать не могут. Ну, в другом, наверное, месте где-то и лучше, может быть, трава зеленей. Я хочу закончить тем, что Бог он судья,
Но Он не судит, знаете, даже сегодня, когда мы можем себя где-то увидеть, можем где-то ощутить. Цель не в том, чтобы сказать: фу, вы какие непосвященные. Да я наоборот скажу: вы самые посвященные, какие есть. Просто Бог говорит: есть еще больше. Есть еще сильнее. Есть еще серьезнее. И я рад видеть каждого из вас. Но Бог хочет сказать вам, что Он не просто рад видеть, Он хочет видеть вас, то не просто видеть как приходящими, Он хочет двигаться вместе с вами. Он хочет двигать вас. Он хочет через вас, да, через вас, что моя жизнь и ваша жизнь, она будет меняться. Она, если бы не менялась, нас бы здесь не было, но у Бога есть еще более радикальные изменения, еще более серьезные, еще более классные и более радостные. Все, что нам нужно, просто настроить свое сердце на Божью волну, чтобы оттуда пошел поток. И в этом потоке нам будет легче двигаться. Знаешь, когда уже масло потекло, и когда уже бензина добавили, и искра пошла, когда все эти ингредиенты, пусть в твоей жизни будут все Божьи ингредиенты. Божий огонь, Божий елей, Божье помазание. С нас лишь ожидается посвящение. Скажи: посвящение. Это просто пойти вслед за Ним. Пойти, быть открытым. Давайте встанем. Дорогой Небесный Отец, знаете, мы можем смотреть и быть зрителями и ожидать, что кто-то придет и что-то сделает, но я понял, что само собой ничего не происходит. Сегодня два служителя, которых с нами нету, Олег Иванович и Сава Савич, они оставили свои семьи, они оставили нас, чтобы поехать за 200 с чем-то километров по неидеальной дороге, не такая, как в Вердикистях, но мы можем верить, что и туда будет дорога. И дальше, когда нет идеальных дорог, есть, по крайней мере, те, кто есть. Есть транспорт, который есть сердца, которые есть. И послушай, я верю, что не только они, которые ездят и ездили, и будут ездить, ты можешь начать присоединяться к ним. Своим участием, как мы говорим, ты не можешь поехать сам, ты можешь дать финансы, ты можешь молиться. Да ты можешь и молиться, и дать, и поехать еще. Нет своей машины с ними, есть своя, предложи свою машину поехать. Потому что мест гораздо больше. И мы можем делать гораздо больше, и мы будем делать гораздо больше. Но мы не будем делать ради делать, знаешь, когда Бог наполняет сосуд, и Он будет. Вопрос в том, что Бог может наполнить. Он может наполнить так, чтобы переливаться. Самое главное, чтобы не было закрыто. Знаешь, Господи, вот я, пошли меня. А если, ой, ну не знаю, ну не уверен, а у меня куча вопросов. Ты можешь, конечно, свои вопросы, но задай их Богу. Когда ты задаешь, ты будешь открываться. Держи свое сердце открытым, держи свой разум открытым, держи свою жизнь открытой. Я видел людей, которые были умнее и красивее. И я не знаю, я не часто, чем они заняты. Но тех, кого я видел, я скажу вообще, знаете, просто даже чуть-чуть поделюсь про одного из служителей нашей церкви. Однажды один другой служитель, очень старший, и сказал: ну знаешь, как бы он не очень вообще может слова связать. Это не про Олега Ивановича, про другого. Не может как бы, ну как-то не его дар проповедовать. Мы просто увидели в нем сосуд и сказали: дорогой брат, вот Олег Иванович уезжает, а нам некого вместо него оставить там, окормлять церковь. А он, в принципе, неплохо где-то там, вроде бы там работал, чем-то занимался. И мы приехали так втроем. Я, Леонела, моя супруга, Олег Иванович, служители. Мы просто увещевали от Бога и сказали: слушай, твой шанс, или ты вот входишь, или мы не знаем, мы чтобы пугать, но вот. И он, наверное, помолился как-то потом. Я уже даже не помню, я помню эту встречу. И он согласился, и он поехал. И он был большим благословением там. И он вернулся. И служитель, который о нем сказал, может быть, он не со зла, как бы так, ну не его проповедовать. То служитель сейчас не проповедует уже, увы. А вот этот драгоценный сосуд. Хороший дар учителя. И вообще замечательная семья. И вообще вы замечательная семья. Господь, я благодарю Тебя, Отец, за каждого слушающего, чтобы могли, Господь, могли проходить этот путь от минуса к плюсу, от наших минусов к Божьим плюсам. Чтобы мы не приходили, Господь, к Тебе с остатками, Господь. Чтобы, Господь, прежде всего научились приносить Тебе лучшее и первое. Если у нас еще не получается или это запинается, Ты помоги нам, Господи, мы сами ничего не можем без Тебя, Господь. Даже иногда где-то веры не хватает, помоги
нашему неверию, Господи. Помоги нам все более и более входить, видеть и входить и быть теми, как Ты, Господь, видишь нас, мужами Божьими, женами Божьими, братьями, сестрами во Христе, церковью Христовой, в которой Господь на алтарях сердец, и на алтаре церкви, чтобы Господь горел Божий огонь. Спасибо Тебе, Господи, во имя Иисуса. Аминь. Давайте поклонимся Господу. Пусть Бог благословит вас, те, кто в Зуме, в Инстаграме. Собрание подходит к концу, но жизнь на неделе не заканчивается. Она в общении, она в слове, она в домашках, она во всем, в чем мы можем дальше двигаться и развиваться. Увидимся в следующее воскресенье. Может, увидимся у кого-то на домашке. В апреле будут гости, но не приходи из-за гостей. Гости приезжают и уезжают. Мы в семье. Аминь. Слава Богу за все. Слава Богу за это место. Слава Богу за юбилей. И пусть Бог благословит твою всю предстоящую неделю. Пусть Он осветит тебя светлым своим лицом, помилует тебя, дарует тебе свой мир, свой шалом, которым ты пройдешь, чтобы в начале следующей недели быть на ступеньку выше, быть победителем, быть, которым сохранил свою веру, чтобы нести ее дальше. Аминь. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Он достоин аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Да? Господь, иметь сердце, способное подключиться, Господь, к слышанию неба, Господь, к видению неба, к пониманию, Господь, того, что сегодня небо понимает, что небесами, Господь, готовы, Господь, провозглашать, проповедовать, чтобы, Господь, то, что есть на небе, чтобы это было, Господь, явлено, ясно, Господь.
открыто, доступно. Аллилуйя. Аллилуйя, Господи. Чтобы мы, Господь, были не земными людьми, но, Господь, те, которые ищут горнего, помышляют о горнем, которые, Господь, как написано, одесную царя, со Христом посажены одесную Бога, чтобы видеть все, понимать, двигаться, провозглашать, как горние люди, как люди, Господь, видящие с высоты, чтобы мы больше могли, Господь, видеть небесного, а не земного, гордого, Господь, а не плотского. О, Ремус, Сонту, Дебромас, аллилуйя. О, радость, чтобы наш дух, Господь, он мог быть восхищаем, Господь, чтобы он мог, Господь, быть возбужден, чтобы была Божья ревность, Господь, Божье мечтание, Божье видение. О, Ремусан, Дебромас, О, Рамасан, Дебромас, аллилуйя. Чтобы в нашем сердце была хвала, Господь, достойна того, кто достоин всех хвалы, который достоин принять всю честь, всю славу, всю нашу жизнь, Господь, принять, чтобы мы были способны нашу жизнь, Господь, принести в жертву, Господь, в жертву святую, чистую, достойную. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Пусть сегодня, Господь, Твой Дух, Твое Слово, Твоя истина. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благословляем. Аллилуйя. 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 Возлюбленные, у меня для вас сегодня хорошая новость. Тебе должно нравиться быть в церкви. Это не в смысле, что ты должен заставить себя, но в некотором смысле нам нужно где-то наступать на плоть, переступать. Но если тебе скучно в церкви, тебе на небе тоже не будет здорово. Если тебе скучно в церкви, на небе тебе не будет весело. Мы здесь учимся, мы здесь приходим, мы здесь настраиваемся. Здесь, чтобы ты можешь где-то там иметь особенные переживания с Богом, это здорово, это надо. Но когда мы вместе, это то, как прообраз, когда мы все будем на небесах. Аллилуйя. И тебе лучше радоваться тому, кто слева и справа от тебя, сзади и спереди. Потому что тебе, если тебе здесь как-то с ними неуютно, они тебе не нравятся, ты не хочешь здороваться, обращаться, тогда значит тебе нечего делать на небесах. Потому что вечность ты будешь проводить с кем-то из них рядом. Ну не так, что прям постоянно, да, возможно, какие-то изменения, да. Но вечность нам нужно будет проводить с теми, кем мы называем братья и сестры. Обернись, посмотри на кого-то. На одного, на другого, там, на третьего, улыбнись или что-то еще. Аллилуйя. 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 Мы служим славному Богу. И мы славный народ. Скажи, мы славный народ. Мы славный народ. Скажи, я славный народ. Я славный народ. И у нас славное прославление. Вообще самое лучшее. Самое классное. И будет еще лучше, еще класснее. И церковь будет еще лучше, еще класснее. Классность будет повышаться. Аллилуйя. Аминь. Мало золотник да дорог. Аллилуйя. Аллилуйя. Дай кому-то 5, там еще что-нибудь дай кому-нибудь. Приветствуй кого-то, благослови кого-то. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Аллилуйя. Спасибо, драгоценный. Хорошо. Как вы слышали, что у нас в апреле будут гости, на самом деле прям, знаете, прямо апрель благословенный. Прямо там они один за другим будут. Но, как вам уже сказали, если ты хочешь не пропустить, кто будет узнать, когда будет, в какие дни будут собрания и все, тебе нужно не пропустить ни одного собрания в месяце марта. Ну и потом в апреле тоже и в мае, и в июне.
В марте и даже, наверное, в апреле я захвачу. Вот будете меня только одного слушать. Никуда не денетесь. Аллилуйя. Сразу предупреждаю. Но лучше, чтобы, конечно, вы были настроены на то, что Дух Святой хочет говорить вам. Потому что эта серия проповедей, она просто, знаете, как формировалась, сегодня прям так выстрелила, что я просто понял, что это серия будет. Это серия учений, серия проповедей, у нее даже есть название «От минуса к плюсу твоей христианской жизни». От минуса к плюсу твоей христианской жизни. Кто из вас, вы уже всего достигли, у вас уже все нормально, все пучком, все пятачком, да? Или у вас есть еще куда стремиться, у вас есть еще минусы, и вы хотели бы, чтобы ваши минусы стали плюсами? Аминь. Замечательно. Не пропускай ни одного собрания ни в марте, ни в апреле, потому что я чувствую, что в мае мы куда-то двинемся, куда-то шевельнемся. Но хотя мы начнем уже шевелиться и двигаться. Хорошо, сегодня я хочу говорить немного о посвящении. Кто из вас, вы не понимаете смысл слова посвящение? Будьте честными, не стесняйтесь, если вы недавно, первый раз, второй или даже уже 1015, но все еще не понимаете смысл слова посвящение. Все понимают? Слово посвящение все понимают? Хорошо, для просто уже так, чтобы утвердить, что примерно значит такое быть посвященным? Потому что, знаете, я даже в словарях смотрел сегодня, смысл слова посвящения разный. Есть светский смысл, там, знаете, литературный, есть как бы там разный. Но есть богословский или религиозный. Так вот, то, в чем мы с вами находимся, как бы мы христиане, да, мы верим в Библию. По-библейски быть посвященным, это значит принадлежать кому-то, это значит следовать за кем-то. Это быть зависимым, это значит быть отделенным от чего-то, или точнее же быть отделенным для кого-то. И автоматически значит отделенным от чего-то. Это значит принадлежать кому-то, быть кому-то как слуга для своего господина. Это говорится о посвящении. И вы знаете, такая ситуация, когда читаешь Библию и смотришь ее, и все проповедники, все богословы сходятся, в принципе, в одном почти мнении, что Бог относительно нашего посвящения, Он хочет или все, или ничего. Вы помните, я закончил предыдущую проповедь, там было местописание из Откровения, что где Бог обращается к одной, Господь обращается к одной из церквей, там было 7 церквей, 7 ангелов, как бы он пишет послание, и он говорит одной, что ты не холоден, не горяч. То есть ты или радикально будь со мной, я буду понимать, что ты со мной. Потому что где-то вот это, между прочим, посередине, непонятно, да, это теплое состояние, вы помните, там о чем говорится, да? Он говорит, если ты тепл, то мне хочется тебя изблевать, мне хочется выплюнуть тебя. И это не совсем, как бы, да, здорово слышать было тогда, и я думаю, и нам сегодня. Поэтому вопрос посвященности стоит остро. Поэтому очень абсурдно думать, что если человек называет себя христианином, но при этом не хочет быть посвященным Христу, вы помните, да, мы брали вот эти тезисы, кому-то достались из вас в помощь такие листочки, где написано «теплый христианин», и что это значит? Кому из вас не достались такие листочки? Бог вам в помощь. Обращайтесь, личку отправим, пришлем на ваш там WhatsApp, email или еще куда-то. Но большинство, кто из вас вы получили листочек и проработали его в кликах хотя бы так, ну так пробежались. Так, листов было как минимум 50, а руки проработки только 2 подняли. Домашнее задание в процессе. Так вот, теплый христианин, если вы вспомните, знаете, такой короткий такой вот ретроспектива, как бы из вас вспоминаю, да, такое выражение теплый христианин, это оксиморон, точнее, это не стыкующиеся между собой понятия. Христианин по определению не может быть теплым, а если он теплый, то большой вопрос, христианин ли он. Хотя мы можем сами себе и объяснить, и оправдать, и утешить себя, и как бы, да, мы можем ошибаться.
мы можем согрешать. Но вы знаете, теплый христианин — это тот, который думает, что он уже не ошибается, он какую-то нишу себе как бы выделил для себя, он сам себя оправдал и считает все замечательно, как бы хожу в церковь, молюсь, даю, как бы, и все, аллилуйя. Хорошо. Именно вот в этом ракурсе от минуса к плюсу мы пойдем сегодня и далее. Хочу рассказать вам несколько историй по ходу служения. Есть такая история, и, может быть, вы слышали, может, даже где-то читали, может, где-то на ваш слух это попадало. Знаете, когда в Америке, вначале это было в Англии, потом в Америке было рабство, и люди боролись с рабством, особенно христиане, чтобы не было рабства, чтобы не было засилия, чтобы люди получали свободу. Потому что свобода — это один из библейских, свобода во Христе, не просто свобода сама по себе, но, конечно же, свобода во Христе, но при этом свобода от рабства человека человеком, и поэтому было движение, аболиционизм, они были против рабства, они делали, что могли, и они добивались свободы. Но были люди не только, которые там ходили там, в суды, отстаивали, там, показывали Библию, там, делали какие-то действия. Были люди, которые изыскивали средства, то есть, возможно, они были зажиточными, или они собирали эти деньги в общинах христианских, они выкупали. То есть они выкупали людей, в основном это были люди из Африки, сейчас их называют афроамериканцы, да, то есть это потомки. То есть это были люди негроидной расы, которых там насильно вывозили из Африки и продавали на плантации в Америке. Так вот, один христианин, была даже, насколько я понимаю, была реальная история, он пришел на невольничий рынок, где выставлялись мужчины, женщины, дети и продавались. И там среди вот этих рабов была одна женщина. Я не знаю историю, как мужчина занимался этим до, или это был христианин, он имел какие-то ресурсы, какие-то средства. И эта женщина, знаете, она была приятная видом, и таких женщин не продавали для работ, то есть продавали для каких-то вот утех, то есть как бы, да, для каких-то вожделений. И она понимала, потому что с нее была сорвана одежда, она стояла нагая, она была красивая внешне, физически слажена, и она понимала, что для чего ее, как товар. То есть их всех продавали, здесь это еще было еще более позорно. И вот этот мужчина-христианин, он, я не знаю по какой причине, Господь ему сказал еще что-то, может быть, он кого-то еще выкупал, не только эту женщину, мы понимаем, как бы, да, по какой причине. Вот, он выкупил ее, и когда в основном, кто занимался покупкой, это были рабовладельцы. То есть это были те, кто имели плантации, имели как бы то есть, нужду в работниках, в рабах. И она подозревала, что, возможно, ее выкупает тот, кто хочет воспользоваться ее внешностью, ее миловидностью. Когда рабов выкупали, после этого шли в определенное место, где оформляли на них документы на право владения. Ее подвели вместе с ее новым владельцем, который дал цену, которая была необходима торговцу. Он оформил все необходимые документы и, ну, как описывает автор, я просто помню, что я где-то это читал, эту историю, она, конечно, пылала ненавистью, потому что вот эта торговля за нее, как бы, как за всеми ее там сродниками, да, в общем, опуская детали, приходя как бы к завершению истории, он не просто выкупил ее, как бы, знаете, чтобы там, как христианин, просто, знаете, как, имеется в виду, куда-то увезти, в смысле, может быть, там, он просто выкупил ей свободу, то есть в том месте он прямо и оформил ей документы на ее свободную жизнь. То есть она была не готова, то есть она была настроена на то, что ее купят, возможно, будут где-то использовать, будет это работа или что-то еще. Он тут же отдал ей какой-то документ, который говорил о праве ее, что она свободна, абсолютно свободна. И для нее это был шок. Для нее это был шок. И как описывается, что она упала, то есть ее ненависть, ее состояние, вот это вот, все, что ее везли с другой стороны, как обращались, все отношения, ее ненависть вдруг, знаете, как будто переключилась. Возможно, это заняло там какое-то время или еще что-то, но она упала просто ему в ноги.
Она была готова, она схватилась. Знаете, это вот то состояние, о чем эта история, как бы, да. Мы, люди, привыкшие, как бы, вот, ходить в церковь, петь, даже псалом, который мы пели последний, что он достоин, да, он достоин чести, он достоин всей хвалы. Почему я сказал фразу, да, что если тебе не очень нравится в церкви, то, возможно, и на небесах тебе не будет, как бы, да. То есть мы здесь вытягиваемся, здесь при том, что у нас есть плоть, мы немощны, как бы, да. У нас есть какие-то факторы жизненные, где мы там устаем, мы чувствуем усталость, как бы, температурные какие-то вещи. Кто-то сидит, может быть, с потолка на кого-то капает. И нам представить, что такое вот прийти на небеса и, как вы знаете, вот мы не то чтобы специально сравниваем, но мы же люди, да, у нас есть чувства, как бы, какие-то параметры, какие-то рамки, какие-то пределы. Послушайте, на самом деле, на небесах мы будем настолько захвачены, что там вообще на самом деле время даже отсутствует. Как такового времени, как здесь, чтобы прийти на самом деле, потому что кому-то, возможно, трудно, ой, на собрание идти, да еще такую даль, да, кто-то там, мы переехали, как бы, да, ну, для кого-то благодать, привет всем, кто в Зуме там или в Инстаграме, да, как бы, да, но это временные все эти вещи. Бог ищет, конечно, живого общения, но в том смысле, что вообще это вопрос посвященности, вопрос жажды, вопрос желания, он вообще там не будет стоять. Но здесь мы репетируем, здесь мы как бы тренируемся, здесь мы как бы настраиваемся, но сердце уже здесь. Знаешь, не просто там смотреть на часы или еще что-то, а стремиться растворяться, стремиться видеть себя, я не знаю, вот как будто ты уже на небесах, мечтать об этом. Когда не будет ни времени, ни сроков, ничего, будет одно только чувство просто утонуть в нем, погрузиться в него и уже никогда бы не выходить. Конечно, я буду думать, там разные какие-то будут нюансы, моменты, не то, что, знаешь, мы будем там вечно стоять, как поднятые с руками вот так. Нет. Но, знаешь, скорее всего, когда только это будет снова, знаете, как волной идти, поклоняться, это, знаешь, хвала и поклонение, это не просто, что мы должны петь кому-то, это невероятная, невозможная, как сказать, способность или как-то выразить, сказать, невозможность остановиться, выражать благодарность за все, что он сделал. Представь, что ты утонул, ты захлебнулся, но тебя вытащили, откачали, там рот в рот, как бы, да, вот этот массаж сердца. И если бы не вот тот, кто тебя вытащил, как бы, да, не вернулся с того света, представь, как ты был бы благодарен этому человеку. А здесь это касается вечности, это касается греха. Ты просто, как только, знаешь, я думаю, будем там общаться, будем там что-то делать, как бы, да, ходить, не знаю, я не знаю, что мы будем делать, там много чего будем делать. Но как только будет волна в поклонении, там, не знаю, Господь появляется, не знаю, как для тебя это будет просто как воды просто испить. Я пытаюсь вам нарисовать, как это может быть. Я там не был, но я понимаю, что это, знаешь, это будет как вот, когда влюбленный, вот все со своей возлюбленной, а возлюбленная, она прям вся, и как бы, а это будет постоянное состояние. Но здесь мы живем в том состоянии, где иногда мы чем-то порабощены, мы не настолько посвящены, как бы, да. Хорошо, скажу еще одну историю. История про одного служителя, я прочитал недавно об этом. Он был на похоронах, и ему дали слово, как бы кто-то умер из его друзей, чтобы, ну, как знаете, как сказать, церемониальная речь, последнее слово, как бы, да, вот о служителе, о брате. И он начал говорить, как бы, свидетельств. Знаете, часто бывает на похоронах есть неверующие люди, это особенно для них, для всех, но, возможно, и для них. Вот, и он начал говорить примерно о том, какой великий Бог. Ну, знаете, можно, конечно, говорить о том, кто умер, как бы, ну, он же умер, как бы, да. На самом деле, те люди уходят, а Бог остается. И всякая любая возможность, будь то свадьба, будь то похорон, будь то что, для нас это возможность сказать, ну, какой у нас прекрасный великий Бог, какой он открытый, какой он принимающий, с распростертым сердцем и объятиями. Вот. И он говорил примерно об этом, о том, что Бог Творец, Бог Автор всего, от которого все зависит, все им движется, существует. Он дает всему дыхание, он знает пределы всего, Библия говорит об этом. И он просто спросил, готовы ли мы, как этот брат, который пробежал свой путь, как написано в Тимофею, течение совершил, веру сохранил. Он сказал, готовы ли мы
предстать пред нашим автором, пред нашим Богом, Отцом, Создателем, чтобы дать Ему отчет, когда наше дыхание оставит наше тело, жизнь покинет, и готовы ли мы? Вот так это может произойти неожиданно, мы не планируем. Кто-то умирает, может быть, с возрастом, но кто-то вдруг дыхание его останавливается, и он предстает, чтобы дать отчет. И вы знаете, когда он говорил эти слова, он сказал: я готов, как ныне, если бы встретиться со своим Спасителем. И когда он сказал эти слова, он присел, когда, знаете, ноги ослабевают, он присел, он повалился на бок и умер. Представьте картину. Человек на похоронах, на чьих-то похоронах говорит церемониальную последнюю речь, говоря о брате и воздавая хвалу Богу, говорит: готов ли ты? И испускает дух. Спроси сам себя, готов ли ты, готовы ли мы, если жизнь оставит наше тело, наше земное существование прекратится вдруг, может быть, даже на этом собрании, я не знаю, и мы войдем в вечность, для того, чтобы вначале получить определение согласно тому, какая была наша жизнь и какие наши были отношения с Богом. Готовы ли мы? Давайте сделаем эксперимент. Давайте сейчас сделаем так. Сделаем глубокий вдох и потом сделаем выдох. Давай. На раз, два, три. Раз, два, три. И выдыхаем. Смотри, когда мы это делаем обычно, встаем утром, спим, просыпаемся, засыпаем, мы делаем это вообще даже не задумываясь, что мы это делаем. Мы просто это делаем. Мы просто делаем это интуитивно, естественно, как бы, знаете. Некоторые из нас даже иногда не думают, засыпая, проснутся ли они. Знаете, я не скажу, что прям я вот такой прям как бы в тонусе, но вообще в последнее время, нет, я задумываюсь об этом. А вообще нам стоит думать всегда, не только иногда задуматься, всегда думать. Когда мы садимся за руль машины, если кто-то управляет машиной. Потому что если вдруг твое дыхание остановится и ты будешь в пути, ладно, твоя машина от этого может пострадать. Как бы, кто смотрел фильмы там про восхищение, оставленные, как бы, да, может пострадать машина других людей, еще и жизнь других людей может быть, да. Есть такое, знаете, это американские авиакомпании, где люди настолько понимают, что это не просто так, они не берут на полет, чтобы за штурвалом, потому что там сейчас обычно всегда два пилота, там раньше было, сейчас два, много электроники, два пилота, чтобы не было в одном рейсе два пилота христианина. Реальность таких компаний, где руководители задумываются об этом. Так вот смотрите, наши способности, когда мы легко дышим, мы об этом не задумываемся, что на самом деле, как человек сказал, готов ли ты, если твое дыхание оставит тебя? Я готов, и его дыхание оставило. Он, возможно, не планировал, он, возможно, не собирался, но он был готов. Послушай, наше дыхание, каждый вдох, скажи, каждый мой вдох, это не случайно. Он запланирован Всевышним Творцом, Богом, автором. У него все в плане, у него каждый миг, каждая твоя секундочка, она все расписана и пропланирована. Твое дыхание, твой вздох, это благословение с неба. Бог сказал, пусть у него будет еще один вздох. И еще один вздох. И еще. Пусть дышит сегодня. Сегодня его день дышать. Но сегодня его день не просто дышать. Сегодня его день сделать правильный выбор в своей жизни. Вы понимаете, что вы сегодня на правильном месте? Ну, некоторые хорошо понимают, слава Богу. Идем дальше. Хорошо, допустим. Как вы думаете, насколько мы можем доверять Богу? Ну, если мы берем, вот, как вы знаете, за полноту 100%, ты можешь доверять Богу на 100%. Но доверяем ли мы Богу на 100%? Ну, так, чтобы вот Бог говорит, как бы, да, вот иди по воде, и ты пойдешь по воде. Я уже не говорю за что-то радикальное, может, что-то гораздо проще. Но, по крайней мере, Библия говорит о том, что мы можем доверять Богу на 100%. Как мы это делаем, это другой вопрос. А другой вопрос со стороны Бога. А может ли Он доверять нам абсолютно на 100%? То есть мы настолько готовы. Вот, мы же в заветных отношениях, Библия говорит,
что у Бога был завет с Авраамом, но в Новом Завете у нас завет через кровь Иисуса Христа. Завет — это значит равноценное отношение. Может ли Бог доверять нам на 100%? Я думаю, скорее всего, конечно, это вопрос. То есть настолько мы готовы все, что Бог от нас ожидает, что мы в точности, как надо, исполним. Это вопрос посвящения. Насколько мы готовы следовать за Богом? Помните, да, вот эти вот вопросы, которые вы получили, да, и я говорил, что я лидерам задал такой же вопрос, но они еще не проходили тест. Насколько они от 1 до 10, потому что от 1 до 10 это, как, знаешь, как 100%. И ты можешь легко понять для себя, определить. Может быть, если ты проходил тест, если бы ты написал «до», ну, не знаю, допустим, у тебя было бы 8, 7, ну, может, на 9, что даже, ну, в принципе, как бы, но после вот пройдения этих тестов, вопросов, как бы, да, самоопределение, возможно, может быть, на 1, 2, там, не знаю, 3 сколько-то баллов, ты бы, наверное, уже сделал меньше. Не потому, что ты, как бы, может быть, там плохо. Нет. И Бог верит за тебя и за меня, Он хочет лучшего, но, когда мы можем быть честными сами с собой, насколько градус нашей жизни, насколько уровень наших отношений с Богом, мы можем сами себе честно сказать, ну да, наверное, не столько, как я поставил в начале. Аминь. Библия, то есть Слово Божие, которое у вас в том виде бумажном или в электронном сейчас, почему я спросил о 100% доверии? Вы доверяете, что Бог сказал в Библии? Вы доверяете, что это Слово Божие? То есть Бог проговорил, и это реально Его Слово. Единственное, кто из вас, если вы были на молитве, для тех, кто не был на молитве, на первой молитве месяца, мы сейчас это начинаем, мы активизируем, в апреле у нас будет так же, и в мае и дальше, начало месяца мы будем начинать с молитвы. Но даты могут там только меняться, как бы, да, из-за определенных обстоятельств, потому что мы ее снимаем. Так вот, знаете, я очень так ясно для себя получил, и хочу повториться, а для тех, кто не слышал, сказать это еще раз. Вы знаете, откуда приходит вера в нашу жизнь? Ну, написано, праведный верою жив будет. То есть, мы, если праведники, нам нужна вера, а вера, она откуда приходит? Да, от слышания Слова Бога. Там написано, если читать по Римлянам 10 глава, от слышания и слышания. Также, да? Очень часто мы, когда читаем это местописание, мы его немножко по-другому понимаем. Мы понимаем от чтения. В смысле, как бы в этом нет ничего неправильного, потому что когда мы читаем, мы тоже можем слышать, да? Но знаете, я очень ясно для себя увидел. Масса людей. И мы иногда читаем книги, христианские книги. Мы читаем Библию, читаем. Но слышим ли мы Бога так, чтобы Бог говорил в нашу жизнь? Допустим, у тебя какая-то ситуация, ты приходишь к лидеру, у тебя есть какие-то вопросы, у тебя какие-то трения, там, ты хочешь как-то решить вопрос кредита, там, я не знаю, еще что-то. Есть вопросы, которые я озвучу чуть позже. Но вот ты приходишь к лидеру и не удовлетворяешься ответом. И он пытается тебе объяснить из Библии, как бы говорит, вот смотри, а вот здесь. Но ты уже так давно читаешь Библию, что у тебя есть свои какие-то взгляды и понимания. И ты как бы остаешься, ну не то чтобы при своем мнении, как бы, но на своей волне. Но знаете, что думают служителя в этой ситуации? Они думают так, мы так говорим. Как важно нам научить церковь, научить святых самим слышать Бога. Не просто читать Библию. Поэтому для себя я как-то получил откровение. Вера приходит не от чтения Библии, а вера приходит, когда ты читаешь Библию, и Бог начинает говорить в твоей жизни. Когда тебе не нужно каждый раз прибегать к лидеру, да, ты можешь, есть трудные вопросы, есть какие-то. Но как здорово, когда на то, что тебе сказал лидер, Бог вторит тебе, точнее, Бог уже говорил тебе, ты приходишь, и лидер подтверждает это. И это все сходится. Аминь. Поэтому ты можешь мне помочь вот сейчас в одном деле? Пойдем. Вы прям сразу пойдете вообще без вопросов? Или все-таки спросите, а чем тебе помочь?
Ну, вы хотите для себя понять, как бы, смогу ли физически, да, морально, как бы, мои взгляды позволят ли мне помочь себе, как бы, да, хочу, ну, не всегда говорю, хочу, не хочу, да, но мы можем облечь, не хочу, в благовидное, как бы, да, я занят, там еще что-то, да, ну, понимаете, о чем речь, да, что в мире, как бы, даже в церкви, люди не всегда готовы прям раз и все, и пошел, но они будут, времени у меня есть, как бы, возможность или еще что-то, да, то есть нужно, как бы, открыть им, как бы, суть ситуации, но вот когда, можно мне бумажную Библию, прямо не взялся, можно хотя бы вот этот вот подаст, мы не скажем, что это как будто Библия, или это Библия, да? Хорошая Библия, слушай. Не чек, что ли? Вау. Шучу. Смотрите, да? Вот Бог говорит, вот здесь все сказано. Вот здесь открытая моя воля. Послушайся. Мы, конечно же, должны читать, чтобы понимать, но смотрите, в чем ситуация, да? Верну обратно. Ну, или погодите, пожалуйста. Хорошо. Смотрите, в чем ситуация, о чем я хочу вам до вас донести, да? Допустим, с другой стороны зайдем. Человек хочет построить свою карьеру, допустим, в армии, на флоте, в армии, там, в войсках, еще что-то, там хорошо сейчас платят силовикам, как бы там соцпрод, там все замечательно. Может ли человек пойти туда, и когда он приходит, ему вдруг начинает как-то, ну, не все комфортно, как бы, да тут нужно по утрам вставать, зарядку делать, бегать надо, тут устав у них, порядки, правила, тут надо как бы вот строем ходить, маршировать, учить там что-то вот, по сменам там еще что-то. Он думал, просто эту форму красивую дадут и маршировать по параду. То есть, когда человек приходит в какую-то вот такую военизированную структуру, да, там есть определенный устав, и кто из вас, как бы был, я сам в армии служил, я это знаю. То есть человек должен чему-то подчиняться, есть определенные правила, есть определенный порядок, есть определенное устройство. То есть ты не можешь прийти в армию с тем, что, ой, я вот здесь хочу, а вот здесь не хочу. Знаете, люди в тюрьму их садят, они пытаются пальцы вот так вот, да, и по положению там, а мы тут вот блатные, а мы даже там могут построить и будут ходить. Мне вчера буквально рассказывали про одну из наших зон, где было что-то, сейчас, говорит, построили, и все ходят, зэки ходят строем. Хотя блатные не любят ходить, все ходят. Ну, подход, может быть, нужен, как бы, не всегда, как вы знаете, там, когда везде камера, там все остальное. Но о чем я? Что на службе ты не делаешь то, что тебе хочется, там есть устав. И когда мы приходим к Слову Божьему, как к Божьему уставу для нашей жизни, у нас не стоит вопрос, хочу или не хочу. Ты или делаешь, или не делаешь. Ты или горишь для того, чтобы делать, и ты горячий. И ты говоришь, да, ну вообще, ну заберите свое близко, да? То есть, ну когда человек, ну да, здесь вот это можно делать, вот это нельзя, здесь хочу, это не работает так. И с Богом это тоже, некоторые решили, что это может быть работает. Мы иногда по неведению или по самому какому-то, знаете, там успокоению, почему-то можем себя в какую-то нишу, но время говорит о том, что что-то, если должно меняться, оно должно меняться. Скажи изменения. Скажи, изменения грядут. Знаешь, изменения могут прийти прямо сегодня, и прямо сейчас, или даже прямо здесь. Я не знаю, какие могут изменения. Мне одна сестра, которая не была в собрании с нами, но смотрела проповедь, и я не знаю, наверное, может быть на ютубе, не знаю где, но ей попал листочек, и она мне написала: пастор, спасибо вам вот за то, что вы сделали, вот это как бы, я во многом глаза свои открыла на саму себя. Вау! Может быть, для кого-то, для одного это было, я не знаю, как бы, да, но когда я читал, когда я это смотрел, я думал, однако мне нужны изменения. Однако тех баллов, которые я сам себе поставил, и я скажу честно, я уже говорил, из 10 баллов, когда я прочитал эту книгу и вот эти вот пункты, и прогнал себя, я так подумал, такую сферу, если поставил, минус 4. Из 10. 4 с минусом? Да, 4 с минусом. Минус 4 это не нельзя. Минус 4. Ну, я хотел сказать, что акцент на минусе. Что 4 с минусом, знаете, как говорит, вы мне, говорит, не ставьте, говорит, 4 с минусом, как там этот,
5 не ставьте, говорит, 4 с плюсом, 5 с минусом поставьте. Ну, почти же рядом же вроде бы, да? Мы сами-то себе можем, как бы, знаешь, там, 3 минуса, ну, вроде 5, как бы, да? Так вот, знаешь, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Мы не можем Богу ставить условия. Он уже все свои условия уже выложил здесь. Если ты и я, мы стали с тобой верующими, да, мы поверили в Иисуса Христа, мы поверили в Его Слово, то есть мы доверились, мы не все понимаем, но если мы доверяем Ему, то мы берем эту книгу, и тогда мы уже доверяем. То есть, знаешь, как доверяешь отцам-командирам, я говорю в идеальном, в хорошем смысле, да, когда и отцы-командиры добрые, устав правильный, все работает, как бы, да, все просто вообще, но если даже у отцов и уставы там не работают, это работает. И мы приходим к этому, доверяя на 100%. И если не просто доверяем, он тогда говорит, доверяй и исполняй. Не доверяй и проверяй, а доверяй и проверяй в своей жизни. Это работает. Почему в Малахии написано, испытайте меня. То есть оно работает, ребята. Все, что нам нужно, это возгревать, в смысле впускать в дело, воздействовать. Если написано, что ранами Иисуса исцелен. Если у нас что-то не работает, значит мы давно просто не вставали на молитву и не говорили, что ранами Иисуса, ну может быть где-то может быть таблетки, где-то вроде его, я не против таблеток. Но чтобы была вера рабочая, она должна питаться и она должна работать. Если машина, чтобы она ездила, не ржавела, ее нужно заправлять и на ней нужно ездить. Чуть-чуть там ремонтировать, заправлять, масло заливать и опять ездить. Если мы хотим, чтобы Слово Божье работало, мы должны его вкушать, и мы должны его использовать. Мы должны брать его и использовать. Мы должны наполняться и отдавать. Мы должны благословляться и благословлять. Аминь. И как церковь мы должны принимать, учить, наставлять и отпускать. И благословлять. В общем, шевелиться надо. Аминь. Так вот, смотрите. Когда мы уже выбрали, кто из вас вы выбрали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Вот честно. Все честно смотрят, так камера снимает отсюда. Кто принял Господа Иисуса Христа в свое сердце своим Господом и Спасителем? Я говорю, да, улыбайтесь, камера снимает отсюда. Прямая трансляция, органы. Шутка. В Божьи органы небесные. Так смотрите, если мы приняли, я глотну сейчас чуть-чуть. Если мы уже его выбрали, как Спасителем, как Господом, то любой другой выбор уже все. Знаете, нет такого, ну я так-то Бога выбрал, в церковь хожу, но вот это я не знаю выбирать, вот это с этим согласиться, тогда как? Слушай, ты уже в армии, значит такая песня, теперь ты в армии, все остальное все уже. Все уже, ты в армии. Мы реально на войне, пули свистят, бесы летают, кому в мысли, в голову кому-нибудь вдолбить, кого-нибудь там перекосить, кого-нибудь, не знаю, выбить из колеи. Мы реально в армии, нам нужно шлем носить каждый день, шлем спасения нужно одевать. Это выбор, это не выбор каждый день, хочу не хочу, все уже, все хотелки закончились, как только ты выбрал Иисуса Христа. Ты встал под ружьем. Теперь только Его Слово, Его заповеди, то, что Библия говорит, то, что Он говорит тебе лично. Вот почему нужно слышать. Вера от слышания, то есть мы снаряжены. Вера это щит, как бы, да, и все остальное, то, что говорится о все оружии Божьем. То есть все, выбора нет. Только исполняем Слово и точка, других вариантов. Хорошо, пойдем еще немножко дальше. Иисус стал твоим Господом. Но, как я уже говорю, да, не может быть такого хочу, не буду, не мое. Иногда верующие говорят, ну у меня в сердце нет. А будешь что-то делать? Ну, что-то не лежит. Или такое, знаете, это христианское такое, в кавычках, да, сам говорят, ну, у меня на сердце нет. Что у тебя на сердце нету? Бог, хорошо, может быть, вопрос, конечно, коррекции конкретно там быть тебе или здесь не быть. Но вопрос послушаться и хотя бы помолиться и пойти с Богом поговорить. Тебе же никто не запрещал. Пойди, встань на свои колени, Господь. Я помню, как я обратился, сейчас я вам скажу про Олега Ивановича, как раз пока его нет. Жена его сидит. Идите там, слава Богу за вас. Мужья служат, жены где надо. И
Я помню, как я подошел к нему, у нас не было кого отправить, и там была ситуация в Радивистяне, кто будет служить, что. И знаете, все, кто были уже такие герои, все, кто были орлы, там, как бы, да, все разбежались кто куда. И вот ты начинаешь, где, кого искать? Олег Иванович мимо, он проходил, как бы, да, он служил в тюремном служении тогда. И он говорит, знаешь, если ты на виду, знаешь, ты не как таракан убегаешь, как призыв там на куда-то. Олег, он не убегал, он просто вот, он двигался в служении, тюремное служение, чем он помогал. Я говорю, Олег, слушай, такая ситуация, ну никого нет, ты крайний спасатель, ты первый крайний вообще, единственный экземпляр. Все остальные куда-то, как такое время даже было, лето, жара, все кто куда. И он такой, я понимаю, что у него творилось. В библейках не учился вообще, слово за слово нет, там на, по, на. И я тоже, знаете, такой задний включил, такой, пастор Джан, как бы вообще, слушай, о чем ты? И я такой тоже думаю, о чем это я? А я-то, знаете, как бы, как старуху разбитого корыта. А вариантов-то нету больше, в смысле, как бы, ну я опять посидел, репу почесал, как бы помолился, в молитве почесал ее. Смотрю, опять выплывает Олег Иванович. И я уже с второй попытки говорю, Олежка, ну как бы, Гердигистяк. Ты представь, это я его, это дух надо, ты представь, это сейчас там дыра, дырой, там грязище, там коровы, там не коровы, там. Я как вспомню, почему это Гердигистяк. Там на бульдозер надо было ездить. У нас первая машина была 4 ВД, механика. Мы как на бульдозере, я помню, один раз мы какую-то кучу объезжали. С одной стороны куча, с другой стороны лужа большая. И чтобы в лужу не заехать, потому что может там еще яма в луже, я на кучу залазил, знаете, и жена, а у меня руль с этой, с правой стороны, поэтому я от лужи я как бы еще на расстоянии метра, здесь жена сидит. И вот мы поднимаемся, и жена такая, лужа, представляешь, рядом. Только что рыбки там не плавают. Я помню, как у нее была, ну, в смысле, переживание очень такое, как бы, вывези быстрее отсюда туда. И я помню, люди такие в болотниках, там, по этой грязи. Как мы ехали, мы туда ехали почти 5 часов. Сейчас за 2 часа не напрягается, если топну за 1,5 можно. Когда мы начинали все это ездить, вот первая евангелизация, что это было, моя жена на 9 месяце. По стиральной доске. Дорога такая была. И 5 часов. И вот Олег Иванович, давай. И он дал. Потому что потом это стало Рио де Бердигистяк. Но вначале это было, ну знаешь, когда Бог это видит, и когда Он вкладывает это видение в твое сердце, и ты послушаешься этому видению, и ты подсоединяешься к этому, и ты едешь по этой стиральной доске, и думаешь, когда же надо кончиться, эти УАЗики, это пыль, ты приезжаешь, все в пыли, ты в пыли, вся одежда в пыли, едешь, голова болит от всего этого, от всей пыли, от всей этой от грязи, от всего этого там. И ты приезжаешь, там есть люди, их единицы, и ты им проповедуешь, сам почти не веря, что у вас будет церковь, что у вас будет асфальт на Бердигистяк, потому что ты хочешь, чтобы был этот асфальт. И знаешь, со временем, то, что ты хочешь, но если ты не только ты хочешь, а ты доверяешь Богу, и Бог ободряет тебя, и церковь молится там, и церковь отсюда благословляет, то что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем замечательную церковь. Там есть местный пастор, такой батя местный, которому за 60 уже, да? Такой дедушка пастор. Где же молодые будут скоро? И мы едем по асфальту. Вау! Послушай, это все вопрос просто доверия и посвященности. Когда ты не говоришь, ну я не знаю, мое, не мое. Вот ты можешь сказать, не мое, не потому что ты не хочешь, но потому что ты смирен, и ты не знаешь, как это. Ты боишься, но это не страх такой, знаешь, убежать. Это страх, как бы, что не так сделать. Ты как бы вроде бы, но ты смиряешься, и ты говоришь, есть Господь. Да, вот я, пошли меня. Это знаешь, как солдат, есть, смирно. И все, почти не дышать. Потому что командиры сказали, если нет, то кто знает, что будет. И ты знаешь, ты внутренне себе говоришь, так Олег Иванович сказал, есть, и поехал. Это отдельная история, сейчас не буду про холодильник, которого у него не было. Знаешь, когда ты принял Слово Божье,
ты в этом, то тогда твой директор, твой господин, твой босс Иисус Христос. И Он уже здесь все открыл. И тогда ты можешь сказать: да, мой командир, да, безоговорочно принимаю твою волю, твой план, твои распоряжения в мою жизнь. Я готов. Послушай, это ведь никто не убрал, это все еще есть. Это может быть не так, что завтра будет миссия или еще что-то, но в нашей церкви есть призвание миссии. И вы здесь, кто-то из вас священники миссионеры, а кто-то из вас сидят даятели на миссию, а кто-то из вас сидят молитвенники, кстати, в проломе за даятелей, за миссионеров. А кто-то из вас социальный друг, а кто-то из вас просто увещеватель, а кто-то из вас домашний помощник, кто-то из вас, кто-то является кем-то. Не просто, чтобы приходить и сидеть. Вы кто-то, кто с большой буквы, кто в Иисусе Христе. Завтра Бог откроет, знаете, сокровищницу свою народа, как хлынет по всем церквям, и в том числе. И что? Должны вот эти вот, кто впереди, мы все вместе, всей семьей. Сегодня я радуюсь, когда вижу, кто мне говорит: ой, это ваши дети, это ваши дети. Конечно, это наши дети. И это труд, который все еще не остановлен. Это все еще нужно верить. Кто-то уже более-менее, кто-то еще. Нам нужно верить за себя, нам нужно верить за наших детей. И нам нужно, если наша жизнь в Его распоряжении, что и наши дети будут так же. Давайте откроем Матфея 16 главу, 16 глава, 24-25 стих. Матфея 16, 24, 25. У вас есть, да? Должно быть, подожди. Хорошо, спасибо. Про посвящение, про ученичество. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Христианство – это не прогулка. Христианство – это труд. Это труд, прежде всего, с внутренним человеком. Это труд, прежде всего, разобраться с самим собой. Если у тебя какая-то есть конфликтная ситуация, какие-то ссоры, споры, еще что-то, какая-то борьба, какое-то непонимание, это не потому, что кто-то или это от кого-то. Это прежде всего вот здесь, внутри, строится Его царство, строится Его основание. Аминь. И если все еще есть стройка, а не возводится фасад или еще что-то, значит, есть место углубиться, есть что-то разровнять, есть что-то закрыть, есть что-то вытащить. Но Иисус говорит, знаете, если бы мы читали с вами, по-моему, это в двух Евангелиях, Матфея и Иоанна, где говорится, что Иисус говорит: идите и проповедуйте, делайте учеников, и чтобы они исполняли все, что я заповедовал, да, все, что я проповедовал. Смотрите, Иисус не сказал: пойдите, найдите учеников, чтобы они были последователями, но если не получится, ну хотя бы верующих наберите, сколько сможете. Ну, христиан, в смысле, чтобы христианство было. Иисус не говорил об этом. Вы знаете, я увидел буквально вот в этих днях интересную картину. Сегодня, когда люди строят церковь, созидают, их организуют, христианство, разные течения, там, или, знаете, там разные, даже там в одной деноминации, разные церкви, такие растущие, и мы знаем, известные имена или еще что-то. Все начинается примерно так. Кто-то приезжает, возможно, на миссию, начинается проповедь, люди начинают подтягиваться, потом их еще больше. Есть какие-то церкви, вот я, допустим, сейчас немножко читаю, смотрю, Фрэнсис Чаттл в 1994 году начал свою церковь в одном из городов Америки, сейчас не помню. И вот так же примерно, что проповедует, группа прославления, кто-то с детьми занимается, снимаем помещение, потом у нас чуть больше, начинаем что-то верить, начинаем покупать, там земля, еще что-то. И сейчас у него где-то 3-4 тысячи людей. В его церкви это считается типа мега-церковь, ну такая большая, да, там за 1000 уже и... Но, знаете, что я увидел? У Иисуса наоборот начиналось все, тоже ученики, потом толпы. А потом стало все меньше, потом те, кто уже не понимали, что происходит, потом уже было так, что и ученики были уже на грани, в принципе, и разбежались, когда его распяли. То есть, знаете, сегодня люди пытаются, знаете, строить и христианские церкви, и само христианство такое, знаете, что вот чтобы нас было больше. Я тоже не против, чтобы нас было больше, но больше это больше ответственности, больше это больше работы, больше людей это больше лидеров, это больше тех, кто будут жертвовать своим временем,
своим посвящением, своими семьями даже где-то. А вы знаете, что Иисус сказал? Кто, сейчас, не здесь же это, да, или сейчас чуть позже, возьми крест, кто хочет свою душу, да, в другом месте, по-моему, где-то написано, что кто не возненавидит отца и мать, там, да, ну, вы читали это в Библии? Что и родные станут ему противниками, да, и возненавидят там, или еще что-то. Но, может быть, мы прошли более гладко, да, кто-то, может быть, проходил, особенно если люди приходят из мусульманских где-то верований, как бы, да, когда у них там радикальные все там в исламе или еще что-то. Давайте Луки 14 главу посмотрим. Луки 14, 33, 35. Луки 14, 33, 35. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, то есть от всего, это значит всего, тогда возможно, не то чтобы специально пойти против родных и близких, но тогда сказать, нет, я буду верить, так как Бог мне открыл, не могу иначе, да? Отрешиться от всего, что имеет, возможно, даже от родных, не может быть моим учеником. Мы говорим об ученичестве, мы говорим о посвященности, не может быть моим учеником. Вот мы могли бы дочитать до этого момента, и как бы сказать, вот, Иисус говорит, если твое посвящение, твоя последовательность, твое хождение с Ним не готово платить жертвенную цену, возможно, вопрос ученичества стоит остров. Но смотрите, он даже поясняет и здесь, что значит быть учеником. Потому что он совершает мысль, и она нисколько не отдельно, потому что всегда у него есть, это как сказать, в контексте, да, 34, то есть мы могли бы прочитать 33 стих, но 34, 35 говорит немножко вообще о другом. Он говорит об ученичестве, а тут начинает говорить о соли. Соль, говорит, добрая вещь. Вы все знаете, что такое соль? Кто соль видел? Не все, но некоторые видели, слава Богу, хорошо. Те, кто видели, объясните тем, кто не видел соль. Потом, соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Я не специалист сильно по соли, по химии, но соль, по крайней мере, что она делает, как бы, да, она не дает, как минимум, разлагаться. Она не только дает вкусовые качества. Раньше соль использовали как ингредиент, когда вот, особенно дальние плавания, что делали? С солью засыпали рыбу, там мясо. То есть соль не дает разлагаться. Добрая вещь. То есть, если потеряет силу, вот эту силу сдерживать, скреплять, что исправить, то и чем исправить? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее, кто имеет уши, слышит и слышит. То есть, если мы не можем подтвердить достойное ученичество Христова в нашей жизни, с послушанием, с верностью, да, с тем, к чему Он призывает нас вот, в комплексе, то Он говорит, ваша ситуация равна соли, которая потеряла свою силу. Смотрите, да, он говорит, что соль даже в навоз нельзя. Мы знаем, что навоз, как бы, ну это не сильно такое вот обиходное, как бы, да, но для чего используют навоз? И у нас, как бы, да, также, да, навозом удобряют землю, в которой садят какие-то вот культуры, которые производят какой-то плод. То есть навоз имеет пользу. Но представьте состояние того ученика, который не осолен. Вот это, знаете, даже как в шутливой форме. Представьте кого-то, кто в таком состоянии, о котором говорит Иисус, и он становится рядом с навозом, и хозяин ему говорит, слушай, отойди, пожалуйста, ты портишь мой навоз. Вы здесь? В смысле, вот нельзя тебе быть рядом, потому что от тебя и даже, извините, говно испортится. Ну, навоз это же вот. Хотя оно полезно в себе, потому что в нем, когда выходят какие-то ингредиенты, в землю оно пользует. Знаете, да, в Библии парадоксальные вещи мы читаем. Он проповедник немножко, конечно, так открывает, что, да, что соль может испортить навоз. Если мы не посвящены Христу, если Его Слово, оно не действует в нас, или оно действует на тот лад, как бы нам хотелось, знаешь, невозможно быть христианином и не быть учеником. Я уже говорил, Иисус, Он не ищет фанатов, Ему толпы не нужны. Он закончил вообще один на кресте. И только потом христианство стало известным. Если бы сейчас, послушай внимательно, это вопрос нашей посвященности, нашего состояния сейчас. Если бы сейчас мы могли бы объективно оценить свое духовное состояние, насколько, ну даже пусть по 10-бальной системе, да, вот,
где 0 это вообще полный швах, где 10 это я горю Духом Святым. И все, что с этим связано. Если мы бы объективно могли оценить свое духовное состояние, насколько уровень Царства Божьего соответствует Божьим параметрам нашей жизни. Нам есть еще задуматься. Послушай, когда ты уйдешь с этого собрания, это не значит, что здесь ты слушаешь и тебе нужно задумываться. Я думаю, нам нужно задумываться, когда мы уходим домой, ложимся спать, просыпаемся утром, потому что выбор Бога, это мы выбрали однажды и выбираем в каждой ситуации. Мы выбираем, когда идем брать кредит, мы выбираем, когда создаем с кем-то семью, мы выбираем, когда начинаем с кем-то дружить, мы выбираем, когда есть такие вопросы, я сейчас даже опущу, потому что их немножко больше, и когда, знаете, христиане могут задать такие, допустим, вопросы, а если я разведусь, это повлияет на мое спасение? Может быть, вы никогда не задавали такие вопросы, но, возможно, вы слышали, или что-то, может быть, более такое, знаете, как сказать, ну, как не каверзное, допустим, а можно ли иметь интимные отношения до брака или жить в гражданском браке? Это мы говорим о том, что теплое христианство нет. Ты или христианин, или ты теплый. Потому что если ты все еще где-то вот в каких-то вещах, там, как такие вопросы, или, допустим, а можно ли флиртовать, просто заигрывать, просто строить отношения вот такие с противоположным полом? Такие могут вопросы, если не напрямую задаваться, может, в голове крутиться, или... А можно смотреть эротические фильмы, ну так, для разнообразия интимную жизнь в семье. Ну или, допустим, мне вот этот лидер как бы нравится вот в той домашке, вот я к нему пойду, а что это? Я умоляю тебя, про это ты о чем вообще? Ну, может быть, вы такие вопросы, может, где-то летает в воздухе, или, допустим, а если я не хочу говорить, что я христианин, как бы, ну я вот такой несмелый, как бы, да и вообще, ну зачем, как бы, я же в душе верю, как бы, а что в этом случае Иисус отречется от меня? Вопросы можно было продолжать, и они могут быть, знаете, еще более тоньше, еще более, знаете, такие как бы изворотливые, но все это далеко от истины во Христе и далеко от истинного ученичества. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стих, я заканчиваю уже. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стих. Вы получаете что-нибудь? До вас что-то доходит? Знаете, когда должно доходить? Не тогда, когда я проповедую. Когда вы пойдете домой, и если что-то из этого у вас аукнулось, и вот тут список вы взяли, не просто, знаете, еще одну бумажку, у меня еще одна бумажка из церкви бесплатно. Бумажка-то бесплатна, но то, что в ней, очень дорого стоит. Очень дорого. И если ты не возьмешь его внимание, как если ты неправильно прочитал рецепт лекарства, как пить там до или после, там или сколько раз, ты можешь неправильную дозу выпить, и это будет последняя твоя доза, возможно. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стих. А что мы познали Его, узнали Его, то есть знаем Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть, если мы говорим, я верующий христианин, Бога знаю, со Христом у меня там на короткой ноге, или как-то так, узнается все это из того, что это так, если ты исполняешь то, что написано в этой книге. Послушаешься тому, что написано в этой книге, в своих бытовых жизненных обстоятельствах. Так вот смотри, кто говорит 4 стих? «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Сейчас не вопрос, чтобы кто-то к тебе пришел с указующим перстом и сказал: «Так говорит Господь, ты вчера не соблюдал то-то и то-то». Может быть, и так будет, как бы, кто его знает, да? Но это просто, когда Дух Святой придет к тебе, постучится так нежно очень и начнет показывать тебе. Я буквально, я не буду рассказывать всю историю, я попал в одну почти смешную ситуацию и немножко так даже некомфортно себя почувствовал в этой ситуации. Но Бог мне сказал: ты же хочешь больше праведности в своей жизни? Вот я допустил это. Он допустил там, где я бы не хотел, чтобы что-то, допустим, ну, может быть, ну, как-то открылось или у меня свое. И я начал понимать, что то, что я познаю, где Бог говорит, что в твоей жизни посвящение должно быть реальностью, Он будет подводить ситуации так, что у тебя будет выбор. Или я Бога выбираю за Ним, или я начинаю вилять хвостом. Ну, примерно каждый из нас может понять или поймет ту ситуацию, где, ну, вот, кто про кредит сегодня говорили, да, что вот кредит, как бы там, возможно, тебе не нужно брать кредит, тебе, может, нужно бежать от этих кредитов. А возможно, может быть, это Бог даст тебе благодать. Я не знаю, разные ситуации, все очень индивидуально, не шаблонов. У нас была ситуация, когда мы доложили землю и сказали: вау, ребята,